Здесь, на участке в 31 сотку до 1996 года было расположено здание районного управления водного хозяйства. По приказу бывшего акима района Ахмаджана Махамадова в то время управление водного хозяйства было перенесено в другое здание, находящееся в 3 километрах. А здание на этом участке было предоставлено для предприятия сельского хозяйства и энергии. Решение было принято из-за больших грузовиков, часто заезжающих в управление. И для удобства народа здание перенесли. В свое время компания, занявшая место управления водного хозяйства, распустилась из-за долгов, а участок был продан. Еще 1998 года фирма «Шахноза» сделала незаконные документы, учредителями которой были Ахмаджан Махамадов, Егемберде Асатуллаев и Автоханыджи. Она была руководителем районного ЗАГСа. Они создали ОСО и присвоили себе. Ахмаджан Махамадов. В 1996 году из 31 сотки участка законно обменяли только 14 соток, а остальные 16 остались под контролем управления водного хозяйства. Хозяева рынка, расположенного на этом месте, приобрели фальшивый документ на собственность всего участка в 31 сотку, вследствие чего было возбуждено уголовное дело. По решению Верховного суда документ на собственность был признан недействительным. После этого прошло 2 года, но рынок продолжает работать на том же месте. И неизвестно, кому в карман уходят доходы от торговцев. Сейчас государство нуждается даже в 10 тыенах, а не таким возмутительным образом присваивать государственные земли. Почему до сих пор деньги от этого места не поступают в казну государства? Почему решение суда уже 2 года как не вступило в силу? Представители базара, состоящие под управлением общественного объединения «Шахноза», заявляют, что обвинения не обоснованы. По их словам, в то время базар открыли по указу акима для обеспечения людей рабочими местами. Мы выплачиваем Минсельхозу 17 тысяч. Кроме этого, с остальными налогами эта сумма доходит до 100 тысяч, не учитывая налоги соцфонд. А самое главное, порядка 50-60 человек обеспеченной работы. Несмотря на то, что работники базара заявляют собственность на весь участок, земельный специалист Айлук Мыту имени Аля Анарова раскрыл всю подноготную ситуацию. Оказалось, что зеленая книга земельного участка принадлежит управлению водного хозяйства. Теперь, когда собственник земли определен, руководство водного хозяйства и Айлук Мыту молчат, а базар продолжает функционировать. Есть доводы, что это незаконное дело продолжается из-за влияния первого заместителя губернатора Ошской области Ахмаджана Махамадова. Ну а мнение заместителя губернатора совсем другое. У меня нет механизма для влияния на областные и районные суды, не говоря уже о Верховном суде. Если я был знаком с судьей, возможно, я сказал бы, но я ни разу даже не контактировал с сотрудниками суда. Сейчас эта фирма принадлежит Ахмедову Бахтияру. Управление водного хозяйства является государственным учреждением. Соответственно, закон не позволяет совершать обмен участками госучреждений другим компаниям. Роза Курманбекова, Кенджибю Мамацадыкова, Улугбек Нарматов. Новости Ошпирим.